В Архангельском районе состоялось открытие благоустроенного минерального источника. Обновленный родник открыли неподалеку от знаменитой Аскинской пещеры, которую передали в аренду Русскому географическому обществу. Именно под патронажем РГО и происходило облагораживание природного памятника. Как ученые стремятся сохранить уникальные природные памятники, в следующем материале. Возле обновленного родника очередь из паломников. Все стоят с бутылками и канистрами, чтобы набрать как можно больше живительной воды. Раньше сделать это было проблематично. Вода просто вытекала из-под горы, кое-где место и вовсе было засыпано грунтом. После благоустройства родник стал новой достопримечательностью. Вкусная вода, хорошая, для здоровья. Вода в источнике солоноватая на вкус, с высоким содержанием различных микроэлементов. Сам родник находится в долине реки Аскын Архангельского района, на пути к знаменитой ледяной пещере. Ежедневно здесь проходят десятки туристов. Месяц назад мы приезжали тоже сюда отдыхать. Этого ничего не было. А сейчас сын приехал у меня, заснял все. Говорит: мам, смотри, что там сделали. Как красиво. Благоустройством родника занялось Русское географическое общество, включив его в специальную программу. Собрать необходимую сумму на работы помогли спонсоры. Русское географическое общество не только этим родником занимается. Родников мы взяли 100. И вот в этих 100 программа есть, которую нам в свое время предложило правительство. Но он ведь не только как для воды существует, он еще и существует как памятник архитектуры. Столь повышенное внимание к роднику было уделено неспроста. Год назад РГО также взяло под опеку и саму Аскынскую пещеру. Силами волонтеров территорию привели в порядок. Убрали мусор, внутри установили специальное освещение. Поток туристов по уникальному маршруту значительно вырос. С недавнего времени правительством республики был введен регламент посещения пещеры. Согласно постановлению, одновременно здесь может находиться не больше 10 человек и не дольше 20 минут. Дальше каждые 50 минут пещера отдыхает. Это делается для того, чтобы сберечь уникальный ледник от таяния. Впечатления просто, я не знаю, их трудно передать словами. Вот. И рад за то, что все-таки в Башкирии есть такие места, и они еще сохранились, и за ними следят. Если туристов привлекают гигантские ледяные сталагмиты, рядом с которыми можно пофотографироваться, то ученых сам лед. Он сохранился еще со времен ледникового периода. Под постоянным контролем находится внутренняя температура. Раньше она была на уровне минус 4 градусов. В последние годы повысилась до нуля. Мы будем соблюдать этот регламент 80 человек в день, не более. Тогда пещера будет в сохранности. Почему я об этом смело говорю? Потому что на протяжении 1 года я веду мониторинг пещеры. И уже вот на протяжении этого месяца в экскурсионной зоне у нас всегда 0 градусов. На Урале таких пещер больше нет, а потому тропинка, ведущая к уникальному памятнику, никогда не зарастает. Во многом поэтому ученые, взявшие место под охрану, стремятся сделать отдых максимально цивилизованным. Артур Шамсудинов и Булат Закирьянов. Новости. Архангельский район.